Казахстан и Таджикистан заключили соглашение об организации спутниковой связи. Следственные органы Москвы расследуют обстоятельства смерти уроженки Таджикистана. Двое рабочих таджикистанцев упали в шахту лифта на стройке и погибли. Сегодня над Киевом сбиты 10 иранских беспилотников «Камикадзе Шахид». Республиканский центр космической связи Казахстана заключил соглашение с таджикской компанией Net Solutions об организации каналов спутниковой связи в Таджикистане, об этом передает Казинформ. Документ подписали зампредседателя правления АО РЦК Василий Леонов и генеральный директор компании Net Solutions Бахтовар Абдусаторов. Ожидается, что каналы связи будут налажены посредством казахстанского спутника КАССАТ-3, через который в Таджикистан будут организованы каналы интернет и телевидения. В соответствии с договоренностью казахстанский центр даст в 2023 году транспондерную емкость космического аппарата КАССАТ-3, чтобы предоставлять услуги космической связи. Следственные органы Москвы расследуют обстоятельства смерти уроженки Таджикистана, погибшей под колесами поезда. По словам очевидцев, утром 9 декабря 21-летняя Рахима Каримова, студентка 4-го курса Российского государственного геологоразведочного университета, совершила суицид, бросившись под поезд. Близкие погибшей студентки утверждают, что некий молодой человек создал от имени Рахимы фейковую страницу в Инстаграме и выкладывал там ее фотографии, переделанные на непристойные при помощи фотошопа. Тело Рахимы Каримовой пока не передано родным и близким. Родные и близкие Рахимы знают молодого человека, из-за действий которого молодая девушка наложила на себя руки. Необходимую информацию о нем они уже передали московским следователям. В предсмертном письме Рахима не упоминает никаких имен, она лишь извиняется за то, что принесла родным и близким страдания. Молодая девушка пишет, что ей лучше умереть и что она ненавидит себя. Два рабочих упали в шахту лифта на стройке на Васильевском острове в Петербурге. Как сообщает блокнот.ру, погибшими оказались двое таджикистанцев 25 и 29 лет. В дежурную службу информации о ЧП на стройке на Васильевском острове стало известно вечером во вторник 13 декабря. На место было экстренно направлено спецслужбы, бригады медиков, полиция, представители Следственного комитета и прокуратуры, сообщает издание. По данным издания, рабочие упали в шахту с 13-го этажа строящегося дома. От полученных травм оба мужчины скончались. Сообщается, что 25-летний погибший гражданин Таджикистана состоял на миграционном учете. 29-летний мужчина, также выходец из Таджикистана, находился в России нелегально. Очевидцев трагедии нет, никто из других работников не видел момент происшествия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает блокнот.ру. Мэр Киева Кличко сообщил в Телеграм, что в ночь на 14 декабря над столицей было сбито 10 иранских беспилотников «Камикадзе Шахид». Обломки дронов повредили два административных здания Шевченского района, сообщила пресс-служба военной администрации города. Украинские СМИ публикуют видео одного из сбитых над Киевом беспилотников. На его крыле написано «За Рязань». 5 декабря беспилотник нанес удар по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. По данным Минобороны России, беспилотники принадлежали вооруженным силам Украины. При ударе погибли 3 российских военнослужащих, 4 получили ранения. Официальные лица Украины обвиняют Иран в продаже России беспилотников Маджахер-6 и Шахед-136. 5 ноября в МИД Ирана признали факт поставки иранских беспилотников России, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала боевых действий на Украине.